Весна 1988 года. Гулрыбш. Крестьянин, работник колхоза Размик Торосян, получает повестку. Призывают строить новый город для чернобыльцев. Наш же герой даже не знал, что случилось со старым. Так вышло, что мужчина не зафиксировал в своей памяти день Чернобыльской катастрофы, потому к повестке отнесся несерьезно. 33 года, возраст Христа, шутит собеседник. Сам Бог велел куда-нибудь отправиться. Он и отправился. Дорогу помнит до сих пор. Хорошо, весело был. Молодые были. Был все. Выпить, конечно. И нам не сказали отсюда. Сказали, в Вишгород поедем, город строить для этих чернобыльцев. А взяли прямо Киев, оттуда уже зеленый мест, наверное, вы знаете. Слышали, вот там были эти части. 3 части Ленинградский округ, этот Карпатский, при Карпатском я был. И Уральским был мой друг. Так Размик Торосян, сам того не ведая, вступил в ряды ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда, говорит, был Советский Союз и братские республики. Если надо помочь, значит шли и помогали. На вопрос, а не было ли страшно, говорит, что по молодости мужчины редко чего боятся, даже радиации. Я сначала дежурный ГПП был, там путевки выписывал водителям. Потом уже апрель-май в Чернобыле был уже. Улица Гирова, 27-20. 23-й квартира, это мой был. Как этот? А что делали? Чистили квартиры. Там народ жил очень хорошо, очень богато. Все заброшенное, все вот эти спальни, шифонеры, телевизор, одежда, все внутри. Дезинфектор проверяет, и мы выкидывали уже через окно. И оттуда грузили машину, там специально есть Бураковка, называется, могильник. Там уже закапывали. Какой одежде были? Формы. Обычно солдатские формы. Правда, значки давали нам. Каждый этот месяц проверяли там, сколько этот рентген получил, что. Вот так в обычной военной форме тысячи ликвидаторов опустошали радиоактивные квартиры. Голыми руками выносили шкафы, ковры, холодильники. Размик Торосян уже сейчас анализирует и признается. Радиация страшнее войны. Никогда не знаешь, откуда выстрелит враг и в какой спрятаться окоп. У гражданских много было, потому что они приходили на 15 дней. С 1 до 15 вахта. Приходят, привозят, потом уходят, другие приходят. Мы что, квартиры чистили, деревья сажали. Думаю, когда-нибудь, может быть, пойду, посмотрю, выросли мои деревья там или нет. Сам Чернобыль, пятиэтажные дома больше нету там. А лодочная станция была очень красивая. Красивый был, но там перевернутая эта лодка, там. Вот так чистая вода, рыба ходит, вот так плавает. И вот так повернулся. Бузой вверх и сдох. Все. Это тоже видел. Как ворона тоже падает, это тоже видел. Там самые выносливые эти крысы и тараканы. А так все было, что там. С гордостью Размик Торосян показывает нам военный билет с отметкой «Участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Наш герой сегодня получает повышенную абхазскую пенсию в 2000 рублей и не жалуется, что нет других выплат. Говорит об этом нехотя и только с подачи семьи. Размик Торосян относится к Чернобылю как к выполненному долгу. Многие сюжеты из тех 100 дней ликвидации прокручивает вот уже 3 десятка лет. В селениях старики, старухи, вот эти, они некоторые оставались. Никто не ходил, так и был. А жителей не было, просто вахта приходит, сколько, 10 человек, они там 15 дней уходят. Пора уходить. Вы слышите? Это эвакуация, вы понимаете? Пойдемте со мной. Зачем?
Мне так сказали, а я вам говорю. Всех в деревне забирают. Здесь опасно. Тут радиация в воздухе. Не глупите. Знаешь, сколько мне лет? Не знаю. Много. 82. Я здесь всю жизнь прожила. Вот здесь, в этом доме, в этом месте. Плевала я на вашу безопасность. Про отказавшихся покинуть город стариков наглядно показано в сериале «Чернобыль». О нем, кстати, наш герой ничего не слышал, но, говорит, рад, если получилось достойное кино. Вообще, улыбаясь, наш собеседник рассказывает, было даже весело. И тут он решается рассказать, как встречал в радиационном Чернобыле свой 34-й день рождения. Я 34-й дам исправлял Чернобыль. 34-м. Хотелось, сама знаешь. И 50 рублей давал бутылки водки, тогда был 9 рублей, не мог найти. Так и... А так выпивку не давали, не разрешали. В наше время, может быть, первое время давали что-то, но нет, в наше время ничего не давали. 2 мая я там был в Чернобыле, и как раз вахта ушла, и другой не был. Но они привозят, продают по 25 рублей. И не мог найти. Ну ничего, живы остались все равно. Это один раз мы все равно нашли, зашли в лес, колючая проволока. Вот это мой сад Митя был мой друг. Он недавно, да, сколько лет уже умер. И с ним еще один был. Зашли в лес, колючий, за колючей проволокой. Там посидели, но нельзя было. Там выпили и начали, вот цветет калина, более лучше. Дома в 1988 году Размика Торосяна ждала семья, но так случилось, что жена и дети после участия героя нашего репортажа в ликвидации последствий ушли от Размика. Он относится к этому даже с неким пониманием. Второй раз мужчина создал семью только после Отечественной войны народа Абхазии. В этом году дочка ликвидатора Чернобыльской аварии окончила школу. Папой девочка гордится. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.